частном пенсионате Якутии 9 человек заболели коронавирусом. Административные дела направлены в суд. Профилактические мероприятия. Инспекторы рассказывают о требованиях пожарной безопасности в лесу. В результате подъема воды может отрезать от большой земли. Охотникам срочно выехать с островов и затопляемых территорий. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Правительство России должно установить льготное исчисление стажа для медиков за период их работы с больными, зараженными коронавирусом. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном в понедельник на сайте Кремля. Также Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Росздравнадзором проконтролировать оказание медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими. Авиакомпании, вывозящие россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, ужесточат проверку адресов проживания пассажиров. Об этом сообщила Минкомсвязи в своем телеграм-канале «Коронавирус. Рейсы в Россию», созданном для распространения информации о вывозе граждан. В сообщении говорится, что речь идет о проверке документов при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпании будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе. За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 46,5% без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5495 человек. Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. В Якутии за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, 16 человек выздоровели. 38 новых случаев заражения выявили в Якутске, 2 в Алданском и 1 в Хангаласском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. 16 пациентов были выписаны после полного выздоровления. За весь период выздоровели 97 человек. 8 человек по-прежнему в тяжелом состоянии, 6 в Якутске и 2 в Мирном. Продолжается вывоз здоровых вахтовых рабочих с ЧНД. Сегодня, 11 мая, выполнено 5 рейсов, вывезено 467 человек. Всего за весь период выполнено 33 рейса, вывезено 3437 человек. 2 административных дела в отношении владельца частного пансионата для престарелых в Якутске, где коронавирусом заболели 9 человек, направили в суд. В пансионате «Доверие» не проводились мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, не соблюдались рекомендации и режим карантина. Также установлены случаи выхода постояльцев и работников в город, допускались посторонние посетители, говорится в сообщении управления. Отмечается, что 2 мая коронавирус был обнаружен у одного постояльца пансионата, и после внеплановой проверки выявлены остальные 8 случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу Якутска. В пансионате проведена дезинфекция. Идет работа по выявлению контактов. Первый случай коронавирусной инфекции в пансионате «Доверие» на территории города Якутска был зарегистрирован 2 мая. 2 мая специалистами управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя была проведена проверка по согласованию с прокуратурой Республики Саха-Якутия. В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе и по мерам профилактики коронавирусной инфекции. Также были установлены факты выхода постояльцев в город и допуск посторонних лиц в закрытый пансионат. Ситуацию в частном пансионате «Доверие» министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова назвала ЧП. В настоящее время министерство проводит работу с частными пансионатами на предмет максимального рассредоточения проживающих по родственникам, приемным семьям для пожилого человека. Мы, в свою очередь, также проводим проверку исполнения данных министерством рекомендаций по противоэпидемиологическим мероприятиям в условиях режима повышенной готовности. И для нас эта ситуация в частном пансионате «Доверие», конечно, ЧП. Отмечу, что с 1 апреля мы поэтапно в стационарных учреждениях социального обслуживания Якутии ввели режим полной изоляции подопечных вместе с сотрудниками на условиях 2-недельной смены дежурного персонала.
Со 2 мая продолжительность смены в режиме изоляции продлена с 14 до 28 дней. Совместно с Роспотребнадзором Якутии мы проводим постоянную работу по специфическим противоэпидемиологическим мероприятиям, в том числе с негосударственными поставщиками социальных услуг, включая проведение проверочных мероприятий. Для усиления безопасности в стационарных учреждениях социального обслуживания проводятся анализы на выявление коронавирусной инфекции работникам, приступающим к дежурству в этих учреждениях. Без результатов теста дежурный персонал к работе не допускается. Также в настоящее время мы проводим работу по рассредоточению проживающих, насколько это возможно, в целях решения проблемы скученности проживания. Поэтому обращаемся к родственникам забрать своих пожилых из частных пансионатов, а также для желающих организовать приемную семью для пожилого человека просим обратиться по телефону в Управление социальной защиты по месту жительства. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов самостоятельно принимать решения о поэтапном снятии введенных ограничений. Глава республики Айсен Николаев обратился к якутянам, где озвучил первые шаги в этом направлении. О том, в каком режиме будет жить регион в ближайшие недели, расскажет Сергей Михедов. Итак, с учетом предложений главного санитарного врача Якутии, а также оценки ситуации республиканским оперативным штабом на территории арктических районов, а также в труднодоступных населенных пунктах сняты все ограничения. То есть с 12 мая разрешается деятельность всех организаций, индивидуальных предпринимателей и предприятий в Абыйском, Алаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском, Устьянском и Винно-Бытантайском районах. Но сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий. Числом участников более 50 человек. Что касается муниципальных образований, где ранее были введены дополнительные ограничения. Напомню, это Якутск, Жатай, Нижний Бестях, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Тикси. Сюда также добавили Покровск, где ситуация с распространением COVID-19 стала сложнее. А также Алдан и поселок Ленинский, где отменили карантин. Здесь режим самоизоляции продлен до 31 мая. То есть в этих населенных пунктах все остается как есть и действуют существующие ограничения. При этом вводятся некоторые послабления. Например, разрешена работа ателье, химчисток, ремонта обуви, то есть бытовых услуг, где нет непосредственного контакта с клиентом. Допускаются самостоятельные занятия спортом на открытом воздухе, также прогулки с семьей при соблюдении социальной дистанции до других граждан не менее 1 метра. Также отмечается, что если ситуация будет меняться в лучшую сторону, то ограничения могут быть сняты раньше. Далее о сельских муниципальных образованиях и остальных населенных пунктах, о которых мы не говорили выше. В основном это сельские районы, Заречье, Центральная и Вилюйская группа улусов. Там с 12 мая открываются все предприятия торговли. Это торговые центры, комплексы, ярмарки, рынки. Начинают работать парикмахерские, салоны красоты и косметические центры. Разрешено оказание услуг по предварительной записи с соблюдением между клиентами временного интервала для проведения дезинфекции. Но по всей республике во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательно использование масок и перчаток, дезинфекция и социальное дистанцирование. Вот в таком порядке, друзья, начнем аккуратно двигаться к полному снятию ограничений. Но всем нам надо очень хорошо понимать, что при любом осложнении эпидемиологической ситуации все запреты могут вернуться. Очень хотелось бы, и я надеюсь, что ужесточать ограничения не придется. Для этого всем нам надо еще строже отнестись к своей личной безопасности, соблюдать масочный режим, самоизоляцию тем, кому это предписано. Касаемо окончания учебного года в школах республики, то в соответствии с указом главы он должен завершиться не позднее 30 мая. А все озвученные изменения вступают в силу с 12 числа. До 31 мая примерно в таком режиме продолжится жизнь у якутян.
Ожидать ли новых послаблений, либо напротив, ужесточения режима будет зависеть от всех нас и в первую очередь от личной ответственности каждого. Берегите себя. Инспекторы государственного пожарного надзора совместно с представителями МВД и якутского лесничества продолжают проводить профилактические мероприятия с населением на территории традиционно сложившихся мест отдыха людей в лесных массивах близ Якутска. В рамках рейда рассказывают отдыхающим о требованиях пожарной безопасности, в лесу раздают памятки с профилактической информацией, а также напоминают номера экстренных служб. Особое внимание уделяется гражданам, использующим открытый огонь в целях приготовления пищи. Сегодня сотрудниками Государственного пожарного надзора, полиции и представителями якутского лесничества были продолжены профилактические рейды в традиционно сложившихся местах отдыха людей в лесных массивах. Мы проинструктировали население о требованиях пожарной безопасности, а также раздали памятки. Основная цель мероприятия – недопущение возникновения природных пожаров на территории нашей республики. Ранее рейды проводились в выходные и праздничные дни и будут продолжены в дальнейшем. Уважаемые жители и гости Республики Саха-Якутия, просим вас соблюдать требования пожарной безопасности во время отдыха в лесных массивах. В селе Булгунехтах Хангаласского улуса перевернулась лодка с охотниками. 4 мужчин, прибывших из Якутска, направлялись на лодке на один из островных участков. По неизвестным причинам лодка перевернулась, люди оказались в воде. По счастливой случайности среди очевидцев происшествия оказался сотрудник МЧС. Всех 4 вытащили на берег и оказали первую помощь. Один из мужчин 79-го года рождения дольше всех пробыл в ледяной воде. Пострадавшего доставили на берег в 19:15. Со слов сопровождающих в лодке их было 4. Лодка перевернулась. Мужчина 79-го года рождения долго, минут 15-20, пробыл под водой. Первичные реанимационные мероприятия были проведены очевидцами происшествия. В 19:50 в крайне тяжелом состоянии, без сознания, доставлен в Булгунехтавскую больницу. Оттуда транспортирован в реанимационное отделение Хангаласской ЦРБ. И, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, в 2 часа ночи он скончался. В районе Якутска и близлежащих районов, незатопляемых территориях находится большое количество охотников с автотранспортом. В результате подъема воды может отрезать от большой земли, и спасатели реагируют только на угрозу жизни. Это распространяется на людей, попавших в беду, технику оставляют на месте. Каждый час полета вертолета обходится в 300 тысяч рублей. Охотникам в срочном порядке следует выехать с островов и затопляемых территорий. В Якутске в связи с паводком введем режим повышенной готовности. Управление гражданской обороны, защиты населения и территории чрезвычайных ситуаций ведет наблюдение за обстановкой. В селе Табага пункты временного размещения населения приведены в готовность. В микрорайоне Кангаласы пункт временного размещения расположен в здании Кангаласской СОЖ. В промышленном округе организован эвакуационный пункт. В промышленном техникуме его вместимость 200 человек. Организован подвоз воды и предоставление питания. На Лене нижняя кромка ледохода в районе Кангаласов. У Якутска густой ледоход. В ближайшие сутки 2 вскроется река в Намском районе. На реке Амга на участке Тюрють-Чимнаи наблюдается ледоход. На участке Покровск-Табага-Кангаласы суточный рост уровня воды составляет 90-110 сантиметров. В ближайшие сутки на этом участке ожидается ледоход, что на 8 суток раньше нормы. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.